нами стоит намский князь Вымах. Он, как сказать, создал союз между русскими и якутскими людьми. Вот. И встретил Петра Бекетова, вот, как сказать, с дружбой, с миром. Вот. И потом его сыновья, Ника Мумахов, он ездил в Салю и требовал сокращения языка. И он этого добился. Горожане нарисовали вот роспись стен, в общем, делали. Расписали стену. А примерно сколько уже человек участвовало? Человек, наверное, больше 300. А рисовать они должны были на свое усмотрение, Нет, да? да, готовый эскиз был. Готовый эскиз, и вот они рисуют, они знают, Да, где. им просто как раскраска. Как раскраска. И потом это здесь висеть будет? Да, Или, да? да.
Сегодня наш город Якутск отмечает свой юбилей, День города и 390-летие города Якутска. Ну, как все знают, наверное, что первый Ленинский острог он был заложен сталинским сотником Петром Бекетом в 80 верстах от Якутска и на противоположном берегу. Но считается, что основание, собственно, будущего города Якутска начинается именно с этого, 32 года, сентября 32 года. И я хочу, пользуясь случаем, поздравить всех горожан, всех гостей столицы, вообще всю республику, потому что Якутск все-таки столица нашей республики, огромной по территории, но не совсем многолюдной. И пожелать всем горожанам, гостям, в общем, жителям республики, чтобы наш город развивался, строился. Ну и самое главное, чтобы жители нашей республики, жители города не забывали свою историю. Стабильности нашему городу, процветания и всем горожанам, жителям Якутска и вообще всем гостям здоровья и долгих счастливых лет жизни. в сердцах людей способность к состраданию, веротерпимости, зажгли в умах светоч знаний.
Одна за другой следовали эпохи. Ширился и рос город. Вместе с тем возрастало и многообразие культур. Плечом к плечу труженики разных национальностей совместно развивали хозяйство, обменивались опытом, духовно обогащали друг друга. В крепком сплочении они уже вместе продолжали освоение необжитых просторов, под алыми знаменами встречали рассвет октября и навсегда развеяли мрак, создав автономию новой республики. На прочность суровые годы Великой Отечественной войны. Представители всех национальностей встали на защиту Родины, а Туймада провожала сыновей навсегда. Павшие на ратных полях, они не увидели, как родной Якутск обрел новый опыт, крепчал и мужал, создавая крепкий тыл для свершения Великой Победы. Длинной вереницей проходят годы. Из живописной группы деревянных строений вырос 200-тысячный город. Его взлелеяла и выпистывала якутская земля. Сложение сил советских народов позволило на новом витке времени стремительно превратить Якутск в экономический, образовательный, научный и культурный центр республики. Якутск стал городом больших побед и высоких достижений. Якутск известен всей стране и миру как крупнейший город планеты, расположенный на вечной мерзлоте. Исторический опыт возведения благоустроенного, современного, цифровизированного города в суровых климатических условиях считается уникальным, практически единственным в мире. 390 лет назад, благодаря политической воле государства и подвижничеству казаков-первопроходцев, Якутск стал частью России, плацдармом для освоения новых земель, ее форпостом на дальних рубежах. А сегодня он славится своими трудовыми успехами, сплочением общественной жизни, духовными завоеваниями. Словно из неиссякаемого источника он черпает силы в своих традициях, корнях и в грядущем свете новой зари. Наша будущность светла и прекрасна. Она переливается яркими цветами, словно северное сияние над необозримыми просторами нашей Родины. Якутск – наш общий дом, наш кров, основа для счастья и благополучия для будущих поколений. Мы знаем, что он станет лучшим городом в мире на вечной мерзлоте, лучшим для жизни людей, безопасным, комфортным и доброжелательным. Якутск. «390 лет исполняется с момента основания города Якутска. Города, которым мы так гордимся с вами. Мы приветствуем всех, кто собрался сегодня на этот праздничный концерт, посвященный юбилею любимого города. Добрый вечер, дорогие друзья! С праздником! С днем рождения! Родной наш Якутск! Сегодня день, когда наш город украсил себя праздничным одеянием сентября и в большом содружестве своей семьи отмечает праздничную дату. Именно с установки первого острога 390 лет назад начинается большая и великая история освоения Ленского края и вхождения Якутии в состав
состав российского государства. И это значит, что Якутск на протяжении всех 4 столетий стоял на страже государственности и принципов федерализма нашей страны. И одним из самых значимых событий на этом пути стало признание автономии Якутии, которое позволило прежде всего сохранить целостность границ России на дальних рубежах. Ровно 100 лет назад, 27 апреля 1922 года, Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета издал исторический декрет об образовании Якутской автономной советской социалистической республики, положивший начало образованию национальной государственности. И это событие республика обширно отмечала в этом году. Слово для поздравления предоставляется главе городского округа город Якутск Евгению Николаевичу Григорьеву. Сахават сирен кин кората табер сүрага жоллау жокусай корат быт үсүс тогон саан толбутнан идедиги сини гарделебен. Дорогие друзья, горожане, я искренне поздравляю вас с замечательной датой, с юбилеем нашего любимого города, с 390-летием. Начиная с 1632 года, как Петр Иванович Бекетов основал Ленский острог, благодаря трудолюбию, патриотизму, любви к месту, в котором мы живем, люди многих национальностей вместе, дружно строили наш город. Поколение наших отцов и дедов начало здесь строительство каменных домов, электрификация, газификация, строительство канализационных коллекторов. Это все является значимыми вехами в нашем развитии, в развитии города Якутска. Сегодня за 390 лет наш город с Ленского острога вырос до самого большого города в мире в условиях вечной мерзлоты. Наш город динамично растет. Мы являемся самым быстро растущим городом на всем Дальнем Востоке. Растем быстрее Владивостока, Сахалина, Камчатки. Мы растем благодаря тому, что у нас молодой возраст у нашего населения. Рождаются дети, рождаются новые семьи. Сегодня мы с вами встретим здесь новые семьи, которые образовались в День города. Это замечательный праздник, праздник, который несет добро. Посмотрите, как погода нам сегодня благоволит. Посмотрите, как нам постарались организаторы, чтобы все мы улыбались и радовались. Радуйтесь чаще. С Днем города, друзья! С праздником! В эти дни подведены итоги фотоконкурса «Якутск глазами горожан», приуроченный юбилею города Якутска. Конкурс уже давно стал доброй традицией, а награждение – неотъемлемой частью празднования Дня города. Сегодня фотоконкурс продолжает привлекать горожан разных возрастов, среди которых есть любители, так и профессионалы. Начинается торжественное награждение победителей фотоконкурса. Победителем в номинации «Якутск трудовой» становится Валерия Валерьевна Николаева. Всем победителям фотоконкурса вручаются денежные сертификаты на сумму 20 000 рублей. Победителем в номинации «Лучшее архитектурное фото» становится Сергей Юрьевич Барахов. Победителем в номинации «Люди нашего города» становится Татьяна Андреевна Антонова. Победителем в номинации «Лучшая репортажная фотография» становится Туяра Васильевна Потапова. Победителем в номинации «Взгляд в прошлое» становится Иннокентий Петрович Попов.
Особенностью каждого города всегда становятся уютные кафе и рестораны. Именно по уровню их обслуживания и качеству подаваемых блюд гости и жители города оценивают гостеприимство и комфортность условий жизни. Целью проведения выставки-ярмарки «Вкусноград-2022» является совершенствование профессионального мастерства работников сферы общественного питания, пропаганда кулинарного искусства мастеров общественного питания городского округа город Якутск. Победителем в номинации «Высокое профессиональное мастерство» становится этнокомплекс «Усадьба Атласовых». Всем победителям вручается диплом участника и подарочный сертификат. Победителем в номинации «Самое оригинальное блюдо изделие» становится Мария Федоровна Яковлева. Победителем в номинации «Блюдо или изделие», посвященное 390-летию города, становится общество с ограниченной ответственностью «Сладкие мечты». Мы поздравляем победителей выставки-ярмарки «Вкусноград-2022». Якутск – это жизнь многих поколений якутян, их теплый дом и семейный очаг. Ежегодно в День города мы чествуем молодоженов и юбиляров, для которых город стал местом, где зажглась любовь и крепла на протяжении многих лет супружеской жизни. Встречаем вновь созданные молодые семьи, для которых этот год стал особенным. И сегодня мы приветствуем семью Анатолия и Влады Березкиных. Давайте поаплодируем, друзья. Ура! Встречаем семью Андрея и Анны Доркиных. Аплодисменты семье Юрия и Марии Солдаткиных. Приветствуем семью Андрея и Аины Чириковых. От имени главы городского округа город Якутск Евгения Николаевича Григорьева в юбилейную дату всем молодоженам вручаются памятные подарки. Бурными аплодисментами поздравим наших молодоженов! Ура! Семейные узы, беззвучные струны, услышат их песню родные сердца. Мелодии, слаженной солнечно-лунной, наполнят друг друга они до конца. Дорогие молодожены, от всей души поздравляем вас с самым памятным событием вашей семейной жизни.
Слово для поздравления предоставляется председателю Якутской городской думы Альберту Никандровичу Семенову. Күнді Якутска корат олықтақтыра, әгідіні брагаттен Якутска корат думатын ұнатус бәм апыттан, тапаллах корапыт, түрек нүнен, едеті кісінен кәділімен көллән. Дорогие друзья, уважаемые горожане, гости столицы, разрешите мне от имени Якутской городской думы, от себя лично, сердечно поздравить вас с Днем города Якутска. Сегодня мы отмечаем 390 лет нашему любимому родному городу. Ровно 390 лет назад, в 1632 году, Петр Иванович Бекетов основал Якутский острог, и с этого момента началась история нашего города. Мы сегодня все можем лицезреть, как развивается, как хорошеет с каждым годом наш город. Строятся новые социальные объекты, объекты культуры, образования, спорта. И, конечно же, мы особое внимание уделяем городской среде, общественным пространствам. Сегодня мы в эти дни и сегодня мы открыли множество спортивных детских площадок, воркаут-площадок. И это все благодаря совместной работе с федеральными и республиканскими органами власти. И сегодня мы уверенно идем к своему 400-летию. Вы знаете, что Арсений Сергеевич Николаев подписал указ о социально-экономическом развитии города Якутска до 1932 года, где поставил нам всем очень большую задачу сделать город Якутск самым лучшим городом на вечной мерзлоте в мире. Поэтому у нас с вами стоит большая задача в эти 10 лет. Хорошенечко нам стоит потрудиться для того, чтобы действительно наш город процветал. И в этот день я хочу поздравить и поблагодарить каждого нашего горожанина за ваш труд, за ваше неравнодушие к развитию нашего города. Мы все разные, но нас объединяет любовь к нашему городу. В этот день я хочу всем горожанам пожелать любви, счастья, тепла, уюта и тепла. И, конечно же, в этот день мы говорим о том, чтобы мы все объединились вокруг нашего президента, вокруг главы республики в это непростое время. И, конечно же, мы верим в нашу победу. С праздником, дорогие друзья! С Днем города! По традиции, в этот праздничный и знаменательный день чествуем и восхваляем удивительные пары, прожившие вместе 50 и более лет с юбилейной свадьбой. Дорогие друзья, давайте поприветствуем изумрудных юбиляров. Илья Гаврилович и Анна Федоровна Федоровы в браке 55 лет. Уже преодолен рубеж полвека. Нашим юбилярам вручаются памятные подарки. С юбилеем! Сегодня в честь нашего торжества звучат самые восторженные признания в любви нашему родному городу. Вас приветствует заслуженная артистка Республики Саха-Якутия Саина. Здравствуй, Якутск! Мой милый, юность, старина, цвети, расти веками, кружевами лет. Мой крест, моя родная страна, мой город счастья, веры и надежд. Белые сказки, с неба на снег упали краски, и засиял
бегут года, не оставляя следа, словно мгновенья. Здравствуй, Якутск, старый мой друг, ты молодой всегда. И я поздравляю тебя с днем рождения. Мы с тобой в рассвете, мы с тобой солнцу песни пели, мы с тобой видели метели и оживали весной. С детками взлетали, желтыми листьями взлетали, белыми хлопьями взлетали. Только с тобой, здравствуй, Якутск, как ты живешь, мимо бегут года, не оставляя следа, словно мгновенья. Здравствуй, Якутск, старый мой друг, ты молодой всегда. И я поздравляю тебя. Белые сказки, небо на снегу упали краски, и засиял теплом и лаской маленький город мой. Дай же мне надежду, город мой, дай же мне надежду, что все останется как прежде. Город мой, я с тобой. Здравствуй, Якутск, как ты живешь, мимо бегут года, не оставляя следа, словно мгновенья. Здравствуй, Якутск, старый мой друг, ты молодой всегда. И я поздравляю тебя с днем рождения. Здравствуй, Якутск, как ты живешь, мимо бегут года, не оставляя следа, словно мгновенья. Здравствуй, Якутск, старый мой друг, ты молодой всегда. И я поздравляю тебя с днем рождения. С днем рождения, любимый наш город Якутск!